Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алдынай Ундар. Я являюсь тренером по ораторскому искусству и коммуникациям. Я рада вас приветствовать на нашей рубрике «Научись говорить» вместе с Алдынай Ундар. Сегодня мы поговорим о том, как научиться говорить тосты. Умение говорить поздравительную речь не является прирожденным талантом. Оно зависит от актерского и ораторского мастерства, которому может научиться каждый. Существует два различных вида тостов. Это тосты личного характера и официальные тосты. Миссия любого тоста – это вдохновить, подчеркнуть значимость мероприятия или человека. Очень важно, чтобы тост не тянулся слишком долго. Регламент тостов примерно от 1 до 3 минут. И самое важное – говорите тосты от души, от чистого сердца. Хочу привести вам историю своей клиентки, которая очень боялась говорить тосты на корпоративах. И после окончания курсов ораторского мастерства она все-таки решилась сказать поздравительную речь на одном из мероприятий у себя на работе. Она рассказывала, после того, как она выступила, стояла гробовая тишина. И после этой продолжительной тишины, молчания, посыпались аплодисменты, овации. Никто не ожидал от нее, что она скажет настолько трогательную, красивую речь. И на следующий день ее пригласил руководитель, повысил ее в должности и, соответственно, назначил более высокую заработную плату. Таким образом, друзья, тост, поздравительная речь, сказанная искренне, может стать трамплином для вашего карьерного роста и развития. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами со структурами тоста. Всего их 2. Тосты бывают, повторю, личные и официальные или корпоративные. Начнем с личных тостов. Структура личных тостов состоит из 3 частей. Первое – это обращение. К кому вы обращаетесь? Например, «Дорогая Светлана, поздравляю тебя с днем рождения». Второй шаг – это воспоминание либо факт о человеке. Я помню нашу первую встречу. Я помню твой красивый взгляд, красивую улыбку и заразительный звонкий смех. Я помню ту энергию, которая исходила от тебя, и восторженные взгляды людей, которые смотрели на тебя и любовались тобой. Третий шаг – это ваше пожелание. И я хочу, чтобы ты оставалась такой же искренней, невероятной, обаятельной девушкой. Вторая структура – это структура официальных тостов. Официальные либо корпоративные тосты. Итак, первый шаг – это также обращение. Например, «Дорогие коллеги». Второй шаг – это события и ваши эмоции относительно данного мероприятия. Я безумно рад присутствовать на этом торжественном мероприятии. Следующий шаг – это этапы развития. С чего вы начинали и что вас объединяет. Например, я помню тот маленький офис на окраине города, с которого мы все начинали. И только посмотрите, к чему мы сейчас пришли. Сейчас мы огромная, тысячная корпорация с филиалами по всей России. И это все благодаря слаженной, эффективной работе каждого из работников. Следующий шаг – это благодарность. Я благодарю каждого из коллег за ваше усердие, ответственность и трудолюбие. И последний пункт – это опять же пожелание. Я хочу, чтобы мы и дальше оставались таким же дружным, сплоченным коллективом и вместе шли к нашей общей цели. Таким образом, вы можете сказать поздравительные слова в кругу близких друзей, либо же на официальном мероприятии. Если у вас не получится с первого раза, друзья, ничего страшного. Пробуйте, практикуйтесь. И я уверена, после нескольких тренировок у вас обязательно появится бесценный опыт.
и также уверенность в себе. Я желаю вам успешных коммуникаций, друзья. С вами была Алдынай Ондар, ваш тренер по ораторскому искусству.